Здравствуйте, ребята! Мы ученики 2 В-класса школы номер 17 города Якутска. Лера, Камилла, Айнара, Тимур. Мы рады приветствовать вас в гостях у сказки. Давайте приоткроем дверь в прекрасный мир сказки. У лукоморья дуб зеленый. Ребята, а вы догадались, чьи эти строки? Русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. Недаром его называют солнцем русской поэзии, а сам Пушкин повторял, что за прелесть эти сказки, каждая из них поэма. Удивительные сказки писал Пушкин. Добрые, веселые, они полны красоты и вдохновения, не похожи одна на другую. А у Каморы, где рождались пушкинские сказки, было его родное село Михайловское. Открыла сказочный мир ему его няня Арина Родионовна. Ребята, а какая сказка Пушкина вам очень нравится? Сказка о рыбаке и рыбке. Данная сказка была написана еще в 1833 году. Впервые напечатана в 1835 году в журнале «Библиотека для чтения». Ребята, а кто герои этой сказки? Старик, добродушный и честный человек, проживший всю жизнь в бедности. Золотая рыбка – мистический персонаж, наделенная магической силой. Старуха – алчная и сварливая женщина, недовольная жизнью. Ера, а давай расскажем детям, о чем эта сказка? А давайте. Начинается волшебство. У самого синего моря стояла ветхая землянка. Там-то и жил старик со старухой. Старуха пряла пряжу, старик ловил неводом рыбу. Так бы все и продолжалось, не поймав бы однажды старик золотую рыбку. Человеческим голосом просила отпустить ее в пучину морскую. Но старик готов исполнить любое желание, но старик отпускает рыбку. Рассказал старик своей старухе о чуде таком. Недовольная старуха отпускает мужа к синему морю просить новое корыто. И желание исполнилось. В следующий раз запросила старая новую избу. Да ей было мало. Была старуха и столбовой дворянкой. А что было дальше? Вот неделя другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Опять старика к рыбке посылает. Воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть столбовой дворянкой, хочу быть вольною царицей. Испугался старик, взмолился. Ты что, баба, белины объелась? Не ступить, не молвить не умеешь. Насмешишь ты целое царство. Осердилась пуще старуха, по щеке ударила мужа. Да как ты смеешь, мужик, спорить со мною дворянкой столбовою? Ступай к морю, говорят тебе честью, не пойдешь, поведут по неволе. Старичок отправился к морю. Почернело синее море, стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила: чего тебе надо, достать? Смилуйся, государня рыбка, опять моя старуха бунтует. Уж не хочет быть она дворянкой, хочет быть вольной царицей. Отвечает золотая рыбка: не печалься, ступай себе с Богом, добро, будет старуха царицей. А старухе все было мало, захотелось ей стать владычицей морскою. А золотая рыбка должна быть у нее на посылках. Пошел старик в очередной раз просить рыбку, но не получил ответа. Вернувшись домой, увидел старуху у разбитого корыта.
Вот почему в русскую культуру зашла поговорка «остаться у разбитого корыта», то есть пойти за большим, а остаться ни с чем. Жадная и неблагодарная старуха осталась в итоге ни с чем. Алчность, скупость и наглость сгубили ее, а ведь могла бы жить как царица. Многого захочешь, последнее потеряешь. Много желать, добра не видать. Ненасытному все мало. Кто малым недоволен, тот большого недостоин. В сказке ложь, да в ней намек. Добрый молод